В Москве повесили таксиста-мигранта. Сагдийская область. Буржуйки в квартирах. Дефицит хлеба в Туркменистане. В Москве зверски убит таксист, трудовой мигрант из Центральной Азии. 27 ноября в Фейсбуке была опубликована видеозапись с места расправы над водителем Яндекс.Такси. Убийство произошло на Варшавском шоссе Московской области. По словам снимавших видео, таксист подвозил двоих клиентов, молодых местных жителей, которые в итоге сначала избили водителя, после чего повесили его на дереве. По предварительным данным, убитый является выходцем из Кыргызстана. У него 5 годик, у него сердца нету, у него там дочь или ребенка нет, чтобы как могла убить такой ребенка. Напомним, что в России трудовые мигранты из Центральной Азии часто становятся жертвами насильственных преступлений со стороны местных жителей, которые относятся к ним как к заведомо бесправной категории людей. Всех рад видеть, не переживайте, вы что-то. Это происходит по причине полного безразличия к такого рода преступлениям со стороны как российских правоохранительных органов, так и со стороны властей стран Центральной Азии. Что наша страна остается полностью приверженной всем своим международным обязательствам. Жители многоэтажных домов в городах Сагдийской области Таджикистана начали устанавливать прямо в квартирах чугунные печи-буржуйки. Так им приходится поступать из-за того, что каждый день в домах ограничена подача электроэнергии. Об этом сообщает «Настоящее время». В этом году снова начали отключать электричество. Лимит начинается в 8 утра и продолжается до 5 вечера, жалуется жительница города Чорук-Дарон Мухайо Джураева. В холод без обогревателя жить здесь невозможно. Была вынуждена установить печку, иначе, боюсь, дети заболеют. Джураева не единственная жительница дома, вынужденная греться буржуйкой. С наступлением холодов из окон почти каждой квартиры в ее старой хрущевке торчат дымящие трубы. Дрова для топки буржуек жители дома собирают на близлежащих участках, а хранят их прямо в квартирах или на свободных пространствах в подъезде и на лестничных площадках. Печки небезопасны и могут легко стать причиной пожара, но выхода у таджикистанцев нет. В этом подъезде у 5-6 семей есть печки, у соседа сверху тоже есть, говорит Мухайо Джураева. Даже если они дымят, никто не жалуется, потому что 80% жителей нашего городка обогреваются буржуйками. Напомним, что первые сообщения о дневных отключениях электроэнергии появились в социальных сетях в начале месяца. Таджикские пользователи соцсетей выражали свое недовольство и возмущение. После этого глава энергохолдинга Назирджон Йодгори прокомментировал ситуацию журналистам. При этом разным СМИ он назвал разные причины отключений электроэнергии. Спутнику Таджикистана Йодгори рассказал, что нехватка электроэнергии в некоторых частях страны не связана с лимитом, а обусловлена ремонтом Нурекской гидроэлектростанции, в то время как Радио Азади, ссылаясь на его же слова, сообщила, что в рамках подготовки к зимнему сезону крупного энергетического оборудования ЛЭП и подстанций проводят профилактические и ремонтные работы, которые продолжатся еще неделю. В Туркменистане ухудшилась ситуация с обеспечением населения продуктами, сообщают корреспонденты хроники Туркменистана. В городе Йолатен Марийского вилаята хлеб в госмагазинах продают по 2 буханки на семью через день. Семьи закреплены за определенными магазинами в зависимости от места жительства. Чтобы купить хлеб, люди выстраиваются в очередь к магазинам с 4 часов утра, несмотря на морозную погоду. Дефицит хлеба заметен даже в столице. Здесь хлеб в магазины завозят 3 раза в день, но в небольших количествах, поэтому всем его не хватает. Очередь люди также занимают задолго до открытия магазинов, пишет издательство. В небольших городах Марийского вилаята государственная цена хлеба, составляющая 0,5 маната, нередко завышается. При этом людям продают не более 2 буханок в одни руки. По неподтвержденным данным, с 27 ноября норма хлеба будет снижена до 1 буханки, сообщает на своем сайте Turkmen-News. По словам Turkmen-News, в обществе нарастает напряжение. Некоторые люди пытаются жаловаться на нехватку хлеба в Хакимлике. Однако, по информации источников Turkmen-News, фамилии таких людей вносят в специальные списки.
Они впоследствии получают пайковые продукты самыми последними. В Ашхабаде дефицит хлеба также заметен. Жители 10, 11 и 30 микрорайонов города жалуются на низкое качество хлеба. Если его не съесть сразу, то на следующий день он скисает. По этой причине люди хранят недоеденный хлеб в морозильниках. Напомним, что дефицит основных продовольственных товаров в Туркменистане стал ощутим еще в 2017 году. Для выхода из ситуации власти предпринимали различные ограничительные меры при отпуске товаров в государственных магазинах, от ограничения количества товара, отпускаемого в одни руки, вплоть до продажи муки строго по паспортам. Однако в результате все эти меры не принесли каких-либо результатов. Дефицит сохраняется и усугубляется. Вместе с тем, режим Бердымухамедова продолжает тратить огромные суммы на различные увеселительные проекты и мероприятия ради поддержания своего имиджа, попутно принимая все новые абсурдные решения и законы, ухудшая и без того тяжелую жизнь жителей страны. Так, например, на днях Turkmen News сообщила, что с 24 ноября белые автомобили с черными деталями кузова не проходят техосмотр в дорожной полиции Ашхабада. По информации издания, владельцев таких машин вынуждают перекрашивать радиаторные решетки, бампера и другие части в белый цвет и отказываются ставить отметку об успешном прохождении техосмотра, даже если деталь установлена производителем и технически не может быть перекрашена. Сообщается, что такое распоряжение отдал президент Гурбангулы Бердымухамедов, который возложил ответственность за выполнение приказа на министра внутренних дел Мамедхана Чакыева.